Интересует сумма налогов, которые я должна буду платить, когда буду пользоваться земельным участком. Здравствуйте, Надежда Ивановна. В течение пользования дальневосточного гектара по договору безвозмездного пользования не облагается налогом, ни арендной платой. Все на основании договора безвозмездного пользования. Никакой платы не предусмотрено. Абсолютно все бесплатно. Лишь бы использовали земельный участок. Здравствуйте, меня интересует, как использовать леса на участке. Леонид Леонидович, добрый день. Использование лесов допускается на основании Лесного кодекса и законодательства в сфере охраны лесов, защиты лесов и воспроизводства лесов. В статье 25 Лесного кодекса указаны 14 видов разрешенного использования земельных участков, в соответствии с которым вы можете выбрать, определить вид и подать заявление. Также хочу отметить, что определение видов разрешенного использования земельных участков допускается в течение 1 года. Вы можете сначала подать заявление, получить договор, а в течение года определиться, с каким видом вы хотите выбрать, определиться, и выбрать, подав уведомление в тот же уполномоченный орган. Мне пришло уведомление, что мне отказали. Что мне делать? Здравствуйте, Василий Юрьевич. Во-первых, нужно зайти в кабинет, информационную систему ФИС и прочитать то сообщение от уполномоченного органа, который вам сделал отклонение. Это же может быть возврат документов. В этом случае устранить причины, которые были указаны в ответе, и повторно подать заявление. А если пришел отказ, то можете подать на другой земельный участок, в который возможно получить дальневосточный гектар. Вот я хочу задать такой вопрос. Могут ли меня отобрать участок, который мне дали безвозмездное пользование? Если да, то при каких условиях? Здравствуйте, Роман Иннокентьевич. Да, действительно, договор может быть расторгнут, если гражданин предоставил свой земельный участок в субаренду иностранному гражданину или государству, либо организации, доля в уставном капитале. Если будет иностранное государство, то это причина для расторжения данного договора уполномоченным органом. Также законом сказано, что расторжению подлежит, если земельный участок будет использоваться не по целевому назначению. Если иным видом будет пользоваться, если взял, допустим, под индивидуальное жилищное строительство, использует под производственную базу, либо магазин в коммерческих целях, то это не целевое использование, и это будет через решение суда, если будет признано таковым, то это будет причиной для расторжения договора. Но дело в том, что я вот только собираюсь регистрироваться, вернее, зарегистрировалась и хочу подать заявление. И хочется узнать, когда будет ответ на мое заявление, будет ли положительный ответ. Ну, вот такой вот у меня вопрос. Здравствуйте, Елена Аркадьевна. Законом предусмотрено у нас ответ в течение 20 рабочих дней вы обязательно получите, но также законом предусмотрены и первоначальный ответ. В течение 7 рабочих дней к вам должно поступить сообщение о том, что могут быть возвращены документы гражданина, если они не соответствуют данному закону. Не приложены какие-то либо документы. Может быть, это схема, может быть, копия паспорта не так приложена. А если вы в течение 7 рабочих дней не получили данного сообщения, то можете полагать, что ваше заявление рассматривается положительно. И в скором будущем вам, возможно, придет проект договора даже.